Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас сегодня в качестве основной темы обозначены итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 25, 29, 30 годы. Но прежде всего хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства с отчетом в Государственной Думе. Я видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно. Мы вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это. Но надо двигаться дальше. И начать я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу с обсуждения одного из важнейших новых нацпроектов, а именно «Молодежь и дети». Мы только что с некоторыми коллегами и с молодыми людьми открывали 12 новых молодежных центров в разных регионах страны. Давайте с этого начнем. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, как идет работа по формированию этой программы? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Вы в начале открытия 12 новых молодежных центров, Владимир Владимирович, сказали о том, что молодежь – это движущая сила развития любого государства, и то, как будет выстроена, и от того, как будет выстроена молодежная политика, зависит будущее России. Сегодня, исходя из законодательно установленного ценза, 14-35 лет, эта категория в Российской Федерации составляет 37 миллионов человек, почти четверть населения страны. 2/3 проживают в городах, 5,3 миллиона молодых семей – это молодые семьи, и в этих семьях растут дети – это еще 3,9 миллиона таких семей. В декабре 2022 года на заседании Государственного совета были подведены первые итоги реализации основных направлений молодежной политики и тех изменений, которые произошли в связи с принятием в 2020 году закона о молодежной политике. Вами были поставлены задачи по разработке стратегии реализации молодежной политики до 30 года и национальной программы, которая должна быть направлена на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Хочу сказать, что проект стратегии разработан, прошел широкое общественное обсуждение и сейчас находится на межведомственном согласовании с учетом тех задач, которые вами были поставлены в послании Федеральному собранию. При разработке стратегии мы исходили из того, что возрастная структура молодежи меняется. Наши второклассники уже через 5 лет войдут в категорию молодежь, а сегодняшние студенты станут молодыми родителями и свои жизненные устои будут передавать детям. Согласно демографическому прогнозу, до 2030 года доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 миллиона человек. А это значит увеличение обучающихся в школе, колледже, вузе. Это выход на первую работу, то есть это целостный трек молодого человека. И исходя из понимания этого процесса, мы посчитали важным учитывать специфику каждого возрастного периода, начиная с воспитания ребенка в семье. Поэтому как раз хочу на этом и остановиться, и на этом базируется не только наша стратегия, но и новый национальный проект «Молодежь и дети». С целью развития молодежной инфраструктуры мы расширяем сеть молодежных центров. Уже действуют 257 региональных и 1786 муниципальных молодежных центров, которые работают по единому методологическому стандарту, обеспечивая вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. В 2023 году было реализовано более 2000 мероприятий, которые были направлены на самоопределение, профориентацию молодых людей, профилактику деструктивного поведения, воспитание патриотизма и духовно-нравственных ценностей, вовлечение в спорт и творчество. В них приняло участие более 10 миллионов молодых людей. Как вы знаете, мы об этом тоже только что говорили, развиваем 4 федеральных круглогодичных молодежных центра, готовимся к открытию новых, а в тех, которые работают, реализовано 363 образовательные программы
для 136 тысяч слушателей. Мы продолжаем также и дальше формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы «Регион для молодых», и в 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые. Развитие ценностно-смысловых и нравственных ориентиров мы осуществляем в соответствии с основами государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционно нравственных духовных ценностей. В вопросах воспитания мы опираемся в том числе на советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В школах и колледжах страны, включая новые регионы, сегодня работают более 37 тысяч советников, и в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, начиная с нового учебного года, советники будут получать выплаты по 5 тысяч рублей, соответствующее постановление правительства готово. Пересматриваем также подходы к организации форумной кампании. Молодежные форумы должны стать полноценной обучающей и развивающей средой, которая помогает молодым людям на неформальном основе получать образование по профилю своих личных и профессиональных интересов, найти работу, сформировать команду, реализовать проект. Сегодня действует более 25 тысяч тематических площадок разного уровня, а участниками форумов ежегодно становится порядка 1 миллиона человек. Хочу сказать, что есть результаты. Мы проводим, безусловно, социологические замеры. За прошедшие 5 лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России с 64 до 81%, испытывающих чувство гордости за страну с 58 до 92%. Наметилась тенденция и к увеличению доли проактивной, патриотически настроенной молодежи. В 2022 году ВЦИОМ впервые провел такой замер, оценил это в 36%, в 2023 году это было уже 40%. Поэтому в целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, мы развиваем сеть координационных центров регионов. Сегодня это 9 векторных и 83 координационных центра, которые обеспечивают реализацию задач на местах. Одна из таких, наверное, главных задач этих центров – это обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава, а также специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью, навыкам диагностики и проведения профилактики деструктивного поведения молодежи, а также изучения межнациональных и межконфессиональных отношений в современной России. В 2023 году такое обучение прошли более 43 тысяч специалистов, а в различных мероприятиях центров приняло участие более 600 тысяч студенческой молодежи. Планируем эту работу продолжать. Профессиональное развитие молодежи – еще одно чрезвычайно важное направление, которое связано, естественно, с содействием занятости, трудоустройством, предпринимательской деятельностью. У нас сформирована сейчас, как вы хорошо знаете, система профессиональных конкурсов в рамках проектов «Россия – страна возможностей», и 70% участников – это молодежь. Но мы видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. 5 лет назад их было 10,6%, сейчас 8,7%. Мы видим позитивную тенденцию к сокращению молодежной безработицы. Ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году. Конечно, это не может нас не тревожить, потому что мы с вами знаем, последние показатели февраля 2024 года говорят о том, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 2,8%, а молодежные, как я уже сказала, 5,1%. Мы реализуем целый набор мероприятий в тех регионах, где высокий уровень молодежной безработицы, отработали и буквально сегодня завершили подготовку 10 дорожных карт по вашему поручению по снижению как раз безработицы и в том числе молодежной. Кроме того, мы отчетливо видим тенденцию, которая свидетельствует о смещении образовательного выбора российской молодежи в пользу среднего профессионального образования.
66% выпускников 9 классов сейчас выбирают среднее профессиональное образование. Еще в 2019 году их было 48%. Выпускники колледжей имеют возможность продолжать обучение в вузах, но мы уже также видим устойчивую тенденцию к тому, что они все-таки выбирают профессию и после окончания СПО переходят на работу. И такой процент уже увеличился на 6 пунктов. И мы видим отчетливый запрос на получение конкретной профессии, которая будет приносить достойный заработок. Поэтому расширяем проект «Профессионалитет» по вашему поручению и по вашему же поручению формируем новый национальный проект «Кадры», в рамках которого продолжим работу по профессиональному самоопределению молодежи и преодолению структурной безработицы. Также продолжаем создавать для молодых людей благоприятные условия, направленные на повышение рождаемости, формирование семейных ценностей и реализуем целый комплекс мероприятий по их поддержке. Акцент на формирование семейных ценностей будем делать уже со школьной скамьи. С 1 сентября этого года в школах вводится предмет семьеведения для подростков старших классов. Вводим его в рамках разговора о важном или внеклассной работы. Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми, с обратной связью, направленной в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи. Отмечу, что среди жизненных целей, которые ставят перед собой молодежь 18-35 лет, 71% отдают приоритет созданию счастливой семьи, воспитанию детей, поэтому очень важно это стремление поддержать. По вашему поручению разрабатываем национальный проект «Семья», в рамках которого обеспечим введение новых и совершенствование действующих программ поддержки различных категорий молодых. Особое направление, которое уже стало неотъемлемой частью нашей жизни, это добровольчество. В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Это уже 15 миллионов человек. Развиваем общественное государственное движение детей и молодежи, движение первых, участниками которого уже стали 5,3 миллиона человек, из них более 700 тысяч человек – это наставники. Деятельность движения выстроена по принципу преемственности от младших классов до студентов, и мы эти меры реализуем уже и в новых регионах страны. Реализуем также меры по противодействию деструктивному поведению молодежи, ее правовому просвещению и информационной защите. В прошлом году начали реализацию комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на базе школ, колледжей, вузов. И эту работу, безусловно, продолжим дальше. В новых регионах мы в 2023 году открыли молодежные центры в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской области, вовлекли более 100 тысяч молодых людей в различные проекты. Совершенствуем также и систему управления молодежной политикой. С 1 апреля Росмолодежь получила полномочия по выработке и реализации государственной молодежной политики и ее нормативно-правовому регулированию. Видим активное развитие в регионах страны молодежных структур. Если в 2020 году их было всего 25, то сейчас это уже 68. И сейчас, как я уже сказала, плотно приступили к разработке национального проекта «Молодежь и дети». Должна сказать, что мы запустили такое подготовительное общественное обсуждение этого национального проекта. Свои предложения в нацпроект представили более 30 федеральных органов исполнительной власти и 15 общественных и некоммерческих организаций. Был запущен сбор предложений, 2000 предложений мы получили. Исходим из того, что очень важно получить запрос общества на то, что они хотели бы видеть в новом национальном проекте. Нацпроект позволит реализовать основную национальную цель развития – это возможность для самореализации и развития талантов. Мы включим в национальный проект все ключевые меры поддержки молодых людей. Он будет направлен в том числе на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов,
Сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодежи. Это молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство школ там, где это необходимо, и мы это оцениваем в 150. Обновим материально-техническую базу педагогических вузов. Также по вашему поручению создаем флагманские школы передового уровня для разработки и тиражирования лучших практик. Особое внимание будет уделено мероприятиям по выявлению талантливых детей и молодежи. В отдельное направление планируем выделить мероприятия, которые направлены на реализацию программ воспитания, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе через создание просветительского контента, развитие и поддержку наставничества, добровольчества, гражданской активности молодежи, привлечение героев и бойцов СВО к воспитательной деятельности. Продолжим также создание единой системы подготовки и переподготовки воспитателей, учителей, специалистов по работе с молодежью. И еще одно мероприятие, заключительное, по продвижению российских ценностей и русского языка за рубежом. С учетом наследия Всемирного фестиваля молодежи и поручений, которые вы по итогам фестиваля дали, отдельным направлением будет международная молодежная деятельность. Об этом расскажет сегодня Ксения Денисовна Разуваева. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, надеемся, что новый нацпроект позволит выстроить единую, преемственную траекторию формирования молодого поколения российских граждан. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Вы уже сказали о подготовке постановления соответствующего. Что касается дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена, первое и второе педагогам, классным руководителям, когда все-таки это постановление выйдет и когда люди деньги-то реально получат, на руки получат, когда? Владимир Владимирович, по медицинским работникам постановление вышло в марте, и первые выплаты у нас начались уже. Министерство здравоохранения формирует соответствующие реестры тем, кому положены эти выплаты. И хочу сказать, что по состоянию на вечер вчерашнего дня у нас наиболее активными оказались медицинские организации, которые расположены в населенных пунктах до 50 тысяч. И там уже на 13 тысяч, более чем на 13 тысяч человек представлены соответствующие реестры. Также реестры представлены и из медицинских организаций в населенных пунктах от 50 до 100 тысяч. Там мы получили реестры более чем на 700 человек, но эта работа продолжается, поскольку выплаты как раз осуществляются в течение всего апреля месяца. Что касается дополнительных выплат 5 тысяч классным руководителям, которые по вашему решению тоже должны быть осуществлены с 1 марта 2024 года. Соответствующие решения тоже правительством приняты, и выплаты будут в апреле месяце за март. Хорошо, спасибо большое. Антон Олегович. Да, спасибо вам, Антон Олегович. Что касается занятости в молодежной среде. У нас там ситуация Уважаемый Владимир Владимирович. Меняется к лучшему, я знаю, но все-таки ваш прогноз. Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, за последние 3 года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза, до уровня 5,1. Улучшилась ситуация с трудоустройством даже в самой сложной возрастной группе, это среди соискателей до 24 лет. Тут мы наблюдаем снижение безработицы более чем на треть. По вашему поручению, Владимир Владимирович, с 2021 года действует долгосрочная программа содействия молодежной занятости. В продолжении этой программы в 85 субъектах Федерации были приняты свои комплексы мер. В этом году такие же программы будут приняты и в новых субъектах Российской Федерации. Коротко остановлюсь на том, что у нас сделано. Административные данные показали, что даже год практического опыта дает прибавку в заработной плате молодым ребятам порядка 19%. И при этом еще и существенно повышает уровень их трудоустройства. Поэтому, во-первых, мы вели работу по устранению административных барьеров при трудоустройстве на первую работу. Сократили количество документов для трудоустройства несовершеннолетних. Сейчас оформление разрешения органов опеки необходимо только если подросток воспитывается без родителей. В остальных случаях согласие могут дать мать или отец.
Кроме того, мы убрали группу демотивирующих факторов для трудоустройства молодежи. Теперь доход от подработок несовершеннолетних у нас не учитывается при назначении единого пособия, а отдельные решения, принятые по членам российских студенческих отрядов. Теперь социальные доплаты к пенсиям по потере кормильца или пенсии по инвалидности сохраняются. Напомню, что прежде даже короткое трудоустройство переводило ребят в категорию работающих, и они тем самым лишались отдельных социальных выплат. Такой же порядок сейчас действует и по трудоустроенным по направлению службы занятости. Сегодня каждый 10-й подросток получает первый трудовой опыт до 18 лет, и в прошлом году центры занятости помогли найти подработку на каникулы для 600 тысяч молодых ребят. Это вдвое больше, чем 3 года назад. Во-вторых, мы запустили группу мер для поддержки трудоустройства молодежи. Сегодня работает программа субсидирования найма. По сути, это механизм финансирования наставничества. То есть из бюджета работодатель получает дополнительно порядка 75 тысяч рублей, если нанимает молодого человека, которому требуется сопровождение на старте его карьеры. Благодаря этому механизму мы трудоустроили почти 50 тысяч молодых ребят в прошлом году. И, в принципе, программа зарекомендовала себя положительно. Еще одно решение – это бесплатное переобучение. Например, у молодой мамы после декретного отпуска, скажем так, возникает потребность в обновлении знаний или дополнительных навыков для трудоустройства. И сейчас такое переобучение организуется бесплатно. В общей сложности этой программы в прошлом году эта программа помогла найти работу и помогла молодым соискателям, 60 тысячам молодым соискателям. В-третьих, мы развиваем механизмы для усиления связки гражданина, образовательной организации и работодатель. В публичном доступе уже с 1 июня будет доступен мониторинг трудоустройства выпускников вузов и организаций среднего профессионального образования. То есть абитуриенты смогут увидеть трудоустройство и заработные платы выпускников по каждой образовательной программе. Безусловно, на уровень заработной платы молодого специалиста влияет целый ряд факторов, начиная от региона расположения вуза до региона трудоустройства, личных планов самого студента. Но, тем не менее, эти данные, на наш взгляд, станут одними из полезных ориентиров для тех, кто сегодня делает соответствующий выбор между образовательными программами. Еще один инструмент укрепления трехсторонней связки гражданин, образовательная организация, работодатель – это целевой прием. В этом году мы впервые будем проводить отбор по целевому приему в открытом режиме совместно с коллегами из Миноборнауки, Минцифры, Минпросвещения и депутатами Государственной Думы. Стремились сделать процедуру максимально открытой, то есть работодатель будет формировать свои предложения в привычной среде личного кабинета на портале «Работа в России», а абитуриенты смогут подавать заявления через портал госуслуг, где им будет предоставлены все имеющиеся возможности целевого приема. Подготовка по целевому приему привязана к предприятию и конкретному рабочему месту. Компании смогут формировать свои предложения по целевому обучению уже начиная с 1 мая текущего года, а абитуриенты подавать документы на целевой прием с началом приемной кампании с 20 июня. Вместе с коллегами мы будем сопровождать этот процесс на каждом этапе и внимательно следить за обратной связью относительно абитуриентов и работодателей. В-четвертых, это организация адресной работы с отдельными категориями соискателей. Здесь речь идет о так называемом карьерном сопровождении граждан с инвалидностью, молодых людей, которые росли без родителей, и тех, кто вернулся из мест лишения свободы. Набор жизненных ситуаций достаточно широкий, и в прошлом году 163 тысячи молодых соискателей получили адресное сопровождение при трудоустройстве. Еще важный вопрос в контексте молодежной занятости – это профессиональный образовательный выбор молодых людей. Сейчас по вашему поручению ведется подготовка 5-летнего прогноза кадровой потребности. На текущий день уже изучена перспективная кадровая потребность более 83 тысяч предприятий, в которых заняты почти 12 миллионов сотрудников. Ежегодные расчеты и обновление 5-летнего прогноза станут частью национального проекта «Кадры», а сами данные, как вы и поручали, Владимир Владимирович, основой для распределения контрольных цифр приема в учебные заведения. Сейчас мы с коллегами отрабатываем этот механизм. Чтобы наши ребята узнавали о современном производстве, становились инженерами, учеными, рабочими,
была произведена работа по перезагрузке вместе с коллегами системы профориентации. Это отдельный большой блок в долгосрочной программе содействия молодежной занятости. У нас сейчас внедряются современные форматы знакомства ребят с промышленными компаниями. С 1 сентября Минпросвещения России во всех школах реализует единую модель профориентации «Билет в будущее». И к этой программе уже подключились более 9 тысяч компаний. Профориентационные мероприятия развернуты также Росмолодежью. Это программы «Больше, чем работа». Это программа «Госстарт», программа «Работа на селе». И участвуют у нас в нашем профориентационном треке также агентство стратегических инициатив, а также крупные работодатели. Большой вклад вносят в профориентацию и российские студенческие отряды. Необходимо также отметить, что у нас внедряются и новые форматы событийной профориентации. Прямо сейчас на выставке «Россия» впервые проходит фестиваль профессий. Он посвящен каждой интересной профессии. Целый день на выставке вся информация относительно именно этого направления. Ежегодными по вашему поручению стали и всероссийские ярмарки трудоустройства. Все это позволяет на доступном для самой юной аудитории языке показывать современный рынок труда. И эти усилия сегодня дают свои результаты. В прошлом году, по данным ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных, наиболее престижных по данным согласно опроса. А также, согласно опроса портала «Работа в России», мы видим, что 47% соискателей рассматривают для себя производственную сферу как желаемую для трудоустройства. Уважаемый Владимир Владимирович, с учетом складывающейся ситуации на рынке труда, понимаем особую роль, которую играет в экономике и развитии нашей страны молодые ребята, продолжаем работу над тем, чтобы каждый смог найти свое призвание, реализовать себя и свои таланты. Спасибо за внимание. Спасибо. Валерий Николаевич, что у нас происходит в сфере подготовки специалистов в системе высшего и среднего профессионального образования? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, укрепление технологического суверенитета и подготовка кадров по ключевым направлениям развития страны – это фундаментальные и взаимосвязанные задачи. В вашем программном послании им было уделено особое внимание. Наш безусловный приоритет – это выявление и воспитание талантливой молодежи, помощь в самореализации, в построении карьеры, конечно, в первую очередь в области науки, технологий, технологического предпринимательства, как, собственно, и предписывает обновленная стратегия научно-технологического развития страны. На протяжении 20 лет, во многом благодаря вашей поддержке, в нашей стране последовательно реализовывался комплекс мер, обеспечивающий приток молодых кадров в науку. С одной стороны, поэтапно улучшались и улучшаются условия труда ученых. С другой стороны, большой вклад в популяризацию науки и профессии исследователя вносит инициативы объявленного вами десятилетия науки и технологий. Мы видим, что предпринятые меры приносят результат. Сегодня отечественная наука одна из самых молодых в мире. Практически каждый второй исследователь сегодня моложе 39 лет, это 44%. При этом в прошлом году зафиксирован прирост количество ученых в возрасте до 39 лет, что позволяет говорить о переломе многолетней тенденции. Вместе с тем, чтобы приток талантливой молодежи в науку не снижался, строятся современные кампусы, мы совсем недавно об этом докладывали. Ежегодно создаются новые лаборатории под руководством молодых перспективных исследователей, и за прошедшие 6 лет их создано 940 при плане 900. Конкурс на создание таких лабораторий очень высокий, это 5-10 заявок на место. Еще один важный инструмент, я сейчас о нем хотел бы сказать поподробнее. Серьезный вклад в поддержку передовых научных школ вносит программа «Мегагранты», которая реализуется по вашей инициативе, уважаемый Владимир Владимирович. В этом году соответствующий конкурс проводится в 10-й юбилейный раз. По вашему поручению условия этого конкурса были скорректированы, и ощутимую поддержку теперь могут получить не только научные проекты под руководством ведущих ученых, привлекаемых в российские университеты и научные организации, но и впервые в рамках этого конкурса молодые перспективные исследователи, так называемые постдоки. Отмечу, что в этом сезоне конкурс показал серьезную востребованность. Отбор среди научных проектов, возглавляемых ведущими учеными, составил 12 заявок на место. По условиям конкурса доля ученых в возрасте до 35 лет, а речь идет и о студентах, и о аспирантах, и о молодых специалистах, в составе коллектива должна быть
не менее 50%. И одновременно с этим увеличилась сумма мегагрантов. В рамках основного конкурса она выросла до 100 миллионов рублей в год. Соответственно, конкурс пятилетний, это 500 миллионов с возможностью продления по решению Совета 50 миллионов в год на срок до 3 лет. Таким образом, общая грантовая поддержка может распространяться на 8 лет и составлять 650 миллионов рублей. Это значимый грант. Ну и в рамках конкурса для молодых здесь условия иные, срок до 2 лет, 15 миллионов в год с возможностью пролонгации еще на 2 года. Не менее важно, что благодаря конкурсу мегагрантов у перспективных молодых исследователей появляется возможность поработать в России на наших уникальных научных установках класса Мегасайенс. Отдельно хотел бы упомянуть о том, что по всей стране продолжается обновление научного оборудования, от качества которого напрямую зависят результаты каждодневной деятельности исследователей. В 2018 году вами была поставлена задача обновить к концу текущего года не менее 50% приборной базы наших ведущих научных организаций и университетов. Докладываю, что уже в конце прошлого года доля обновленного оборудования превысила 50%, а до конца этого года составит порядка 60%. Получателями соответствующих грантов на текущий год стали 195 организаций. При этом не менее четверти приобретаемого оборудования по условиям конкурса должно быть отечественного производства, и долю отечественного производства оборудования мы ежегодно увеличиваем. В соответствии с вашим поручением были существенно обновлены подходы подготовки инженерно-технических кадров. Сфокусировались на задаче кадрового обеспечения технологического суверенитета. Совместно с Минпромторгом России детально проработали запросы отраслей. Очень важно, что в каждом проекте технологического суверенитета предусмотрен теперь кадровый раздел. К примеру, в утвержденном нацпроекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект «Кадры». И до 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка 1 миллиона специалистов, от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков. Формируемый нацпроект «Экономика данных» будет включать в себя задачи по подготовке 15,5 тысяч профессиональных программистов и более 800 тысяч специалистов, владеющих отраслевыми технологиями искусственного интеллекта. То же самое касается и большого проекта по станкостроению, производству средств производства, радиоэлектроники. Мы везде с коллегами из Минпромторга, с компаниями сверили часы, посмотрели, сколько им надо в горизонте до 30 года и далее. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что нашим флагманским проектом остается развитие передовых инженерных школ, где готовят квалифицированных специалистов под запросы ведущих высокотехнологичных компаний. Вы знаете, что 50 таких школ создано, а к 30 году по вашему поручению их количество увеличится до 100. И в завершение я хотел бы обратить внимание на еще один проект. Способствовать применению научных разработок на практике и выстраивать производственные процессы с привлечением инженерных кадров помогут технологические предприниматели. Согласно недавнему опросу платформы «Россия – страна возможностей», 8 из 10 молодых россиян хотели бы попробовать себя в бизнесе. Для того, чтобы дать такой шанс всем студентам, мы запустили 3 года назад большой федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». И на сегодняшний день это действительно масштабный проект, который охватывает всю страну. В него вовлечены уже порядка 482 тысяч студентов, которыми разработаны свыше 23 тысяч стартапов. Гранты на развитие своих проектов получили 2500 студентов, а до конца этого года такую же поддержку получат дополнительно 2000 человек. Рассчитываем, что все эти меры в совокупности позволят нашей стране надежно обеспечить потребности национальной экономики в молодых профессиональных кадрах и, безусловно, укрепят технологический суверенитет России. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Сергей Сергеевич, есть что добавить? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хотел бы несколько слов сказать по поводу подготовки молодых кадров в системе среднего профессионального образования. Отдельно поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за ту помощь по развитию системы среднего профессионального образования. С учетом развития экономики России, наших грандиозных проектов, это действительно одна из ключевых задач. В системе среднего профессионального образования страны действует 3190 колледжей. За последние 3 года мощный стимул к их развитию дал инициированный вами, уважаемый Владимир Владимирович, проект «Профессионалитет».
В нем участвуют уже более 900 колледжей, из них полностью модернизировано 220. А к 1 сентября таких будет 370 колледжей. Фактически это новые современные колледжи с самым современным высокотехнологичным оборудованием под запросы экономики. Конечно, это привлекает молодых ребят, в том числе для поступления в колледже. В профессионалитет уже вовлечены 1600 предприятий, а в перспективе мы планируем, что будет более 5000 предприятий. По сути, мы переходим от регионального принципа управления системой СПО к регионально-отраслевому принципу. То, о чем вы неоднократно говорили, что нужно готовить специалистов непосредственно под задачи рынка труда, конкретных предприятий. Это стало стержнем проекта «Профессионалитет». Сегодня он охватывает 79 регионов, в том числе наши новые регионы, Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, а к 2026 году в него войдут все субъекты Российской Федерации. Профессионалитет является передовым проектом. Его принципы помогают нацелить всю систему среднего профессионального образования на решение главных, наиболее актуальных задач развития экономики России. На укрепление нашего технологического суверенитета, на преодоление дефицита кадров по наиболее востребованным направлениям. Здесь мы с Антоном Олеговичем вместе плотно работаем. Так, только за последние 2 года на рынок труда, например, вышли 30 тысяч молодых специалистов по информационным технологиям и программированию, 28 тысяч молодых специалистов по строительству, 35 тысяч сварщиков, около 33 тысяч воспитателей детских садов и учителей начальных классов. И поставленную вами, Владимир Владимирович, задачу по подготовке к 2028 году 1 миллиона квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена мы, безусловно, выполним. Более того, наверняка превысим эту планку. В целом хочу сказать, что в системе СПО произошли глубокие, во многом кардинальные изменения. Первое. Доля практического обучения сегодня составляет порядка 80%. Второе. Мы серьезно обновили образовательные стандарты, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса инженерных специальностей, под конкретные задачи предприятия совместно с отраслями. При этом у нас 55%, Владимир Владимирович, по техническим инженерным специальностям сегодня в колледжах обучаются. Раньше, 5-6 лет назад, многие были там юристы, экономисты, это хорошие специальности. Но, конечно, нам сегодня нужно развивать инженерное образование, в том числе мы это делаем в структуре СПО. Оборудовали 1500 лабораторий в колледжах, и их оснащение 80% это российское производство. Эту работу ведем вместе с Минпромторгом. И четвертое, наши колледжи уже могут открывать свои предприятия. Учебно-производительные комбинаты, это тоже очень важно для молодых ребят, уже попробовать себя, в том числе и в бизнесе, в малом предпринимательстве. Уже у нас создано при колледжах порядка 1000 предприятий. Эту работу мы будем продолжать. Здесь ребята участвуют в том числе и в разработке уникальных изделий, товары и оборонной продукции. Предприятия при колледжах создаются. И это очень важно, очень востребовано. Хочу отметить, что качество, конечно, образовательного процесса в колледжах зависит во многом от мастеров производственного обучения. И вы впервые, уважаемый Владимир Владимирович, в прошлом году в Калуге открыли центр, технопарк по подготовке мастеров производственного обучения. Сегодня это очень востребовано, и идут победители, в том числе конкурса «Профессионалы», молодые ребята преподавать в колледже. Такой же центр мы в ближайшее время в этом году откроем и в Нижнем Новгороде. И будем создавать такую сеть именно подготовки, переподготовки мастеров производственного обучения. Это крайне востребовано. В СПО сегодня идут перспективные, талантливые ребята. Сделать свой выбор, в том числе помогает профориентация. Антон Олегович сказал, по вашему поручению с 1 сентября во всех школах с 6 по 11 класс проводятся уроки «Россия. Мои горизонты», в том числе ориентированные на поступление в колледж. И вот то, о чем Татьяна Северна сказала, 66% после 9 класса поступают в колледж и потом идут на производство. Это тоже очень важно. У нас сегодня в целом по ряду специальностей
занятость и поступление на предприятия от 80 до 90%. 5 лет назад это было порядка 55%. То есть после завершения колледжа ребята идут на предприятия, и, в принципе, неплохая зарплата, особенно сейчас в оборонно-промышленном комплексе. Поэтому очень популярны колледжи. Какие проблемы и какие вопросы мы на ближайшую перспективу ставим? Первое, нам необходимо продолжить работу по внедрению практического экзамена. То есть, завершив программу обучения, нужно показать свои умения. И у нас это уже реализовано в профессионалитете. Мы предполагаем распространить на всю систему СПО. Также мы предполагаем у нас за 2 года включить 50% колледжей в профессионалитет. Второе. Ваше поручение в послании о капитальном ремонте колледжей. Давно ждали, Владимир Владимирович, это решение. Как вы сказали, по школам очень успешно идет программа. Ее принципы мы переносим и на детские сады, и на колледжи. Совместно с Единой Россией со следующего года вовлечем те колледжи, которые участвуют в профессионалитет, в ремонт и учебных корпусов, общежитий, спортзалов. То есть сделаем такие современные колледжи, которые, конечно, требуют приведения в нормативное состояние. Такая проблема есть, и мы ее обязательно решим и приведем все колледжи профессионалитета в нормативное состояние, будут прекрасные образовательные учреждения. Третье. Сегодня студенты колледжа могут обучаться в одном регионе, а запрос на вакансию возникает в другом. Нам необходимо сделать обучение мобильным, чтобы по одной и той же специальности можно было обучение пройти какой-то модуль в соседнем регионе. Заодно посмотреть опыт другого колледжа, обучение другого региона. Это позволит повысить качество образования. И четвертое, нам, конечно, необходимо законодательно закрепить программу профессионалитета в системе профессионального образования. Сейчас это федеральный проект, в законе не отражен, и у нас есть соответствующие поручения по итогам стратегической сессии, которую проводил Михаил Владимирович. Вот по этим предложениям мы сейчас работаем, обязательно их реализуем. Спасибо. Спасибо большое. Ксения Денисовна, 2 слова, пожалуйста, об итогах Всемирного фестиваля молодежи и о так называемом наследии. Мы говорили об этом, и вы сегодня при открытии молодежных центров тоже об этом упоминали. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое. Как сказала сегодня Татьяна Алексеевна, в числе прочего, действительно важное место в нашей сфере работы с молодежью занимает международное молодежное сотрудничество. И, конечно, огромный импульс этой теме дал Всемирный фестиваль молодежи. Вы не так давно говорили о том, что у нас есть недружественные элиты стран, но недружественных стран у нас нет. И на самом деле Всемирный фестиваль молодежи тому очень хорошее подтверждение, потому что в процессе подготовки и проведения фестиваля мы получили 319 тысяч заявок. Колоссальный интерес к России, беспрецедентный конкурс, 16 человек на место. И несмотря на все, казалось бы, ограничения, к нам приехали молодые люди со всего мира, из 190 стран. Многие из них, к слову, уже сегодня, как ни крути, оказывают значимое влияние на формирование общественного мнения в своих странах. И мы своими глазами могли увидеть, какое количество на самом деле друзей у России есть за рубежом, и они разделяют наши ценности, они разделяют наши взгляды, и, что немаловажно, они готовы говорить об этом публично и транслировать это в своих странах. Не могу не отметить и российских участников, и волонтеров, которые стали не просто участниками, а были полноценными организаторами, гостеприимными хозяевами на Всемирном фестивале. И, например, благодаря реализованной вместе с регионами России программе культурного шефства за каждой иностранной делегацией были закреплены наши российские делегаты. И еще до приезда иностранцев они вели с ними работу, погружали их в нашу культуру, историю, даже изучали русские слова, ну и, конечно же, сопровождали ребят на самом фестивале. Ну и таким образом мы еще сильнее укрепили вот эти неформальные связи между молодежью наших стран, и эту систему культурного шефства, вот как раз в качестве наследия, мы будем расширять через создание постоянных клубов
международной дружбы, и россияне, по сути, продолжат системное общение с иностранцами из закрепленных стран и расширят практику регулярных международных обменов. Второе, фестиваль стал, конечно, местом консолидации всех достижений в сфере работы с молодежью в нашей стране. И на площадке фестиваля, помимо широкой образовательной, культурной, спортивной программы, была развернута большая выставочная программа. И здесь, конечно, мы ориентировались на опыт дирекции выставки «Россия». И особое место в выставке фестиваля заняли именно наши российские регионы, российские участники, масштабные павильоны городов, презентация возможностей, которые открыты для наших ребят в России. И иностранцы, видя такой масштаб, даже нам так по-доброму завидовали и говорили о том, что действительно у вас, у россиян, есть такие возможности, которых в наших странах у нас нет. Ну и, конечно, у нас также были представлены крупнейшие российские компании на выставке. Отмечу также, что по завершении фестиваля у нас иностранные участники отправились в 30 регионов России, от Дальнего Востока до Калининграда. Мы знакомили их с нашими предприятиями, вузами, культурными объектами, природой. И, к слову, иностранцы сами вызвались у нас посетить в том числе и наши новые освобожденные регионы, общались с ребятами с Донбасса. И также многие иностранцы сами изъявили желание и стали международными наблюдателями на президентских выборах. Это тоже достаточно такой важный для ребят был шаг. Благодаря всему этому, конечно, зародилась дружба, зародилась сильная эмоциональная связь иностранцев с нами. Мы видим, что эта связь не прерывается, и по возвращению в свои страны ребята рассказывают о России публично, говорят, что транслируемое в СМИ в том числе на самом деле правдой не является, и, в общем, продвигают настоящий образ нашей страны. Причем хочу отметить, что эта эмоциональная связь, как говорится, она и в радости, и в горе, к сожалению. И мы, например, совершенно не ожидали получить такой колоссальный отклик от иностранцев в связи с трагедией, которая произошла в Крокусе. Мы приняли тысячи писем поддержки, видео со всего мира, из разных концов. Это было такое подлинное единение с нами. И, конечно, нам важно сейчас этих ребят не потерять и сформировать устойчивое международное сообщество друзей России за рубежом. И мы здесь видим много возможностей для организации этой работы. И, во-первых, спасибо еще раз огромное за принятие главного решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи на регулярной основе в нашей стране раз в 6 лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слетов. И уже этим летом мы снова встретим часть участников Всемирного фестиваля в России на первом слете Международной ассоциации детских организаций, которая, кстати, была инициирована детьми на самом фестивале, на международном слете лидеров молодежных сообществ на выставке «Россия», а также в рамках международных смен наших федеральных молодежных образовательных летних форумов. И, собственно, во всех 16 молодежных центрах, как сегодня как раз обсуждали на открытии, будут запущены программы, через которые смогут пройти обучение иностранцы. Также серьезным подспорьем для нас в этой работе становится расширение программы Россотрудничества «Новое поколение», благодаря которой системно мы сможем приглашать в Россию наиболее значимых для совместной работы активных иностранцев. И также, Владимир Владимирович, иностранцы, говоря о возможностях для молодежи в нашей стране, помимо инфраструктуры, качества нашего образования, кадровых лифтов, отдельно отмечали систему грантовой поддержки проектов в России, потому что, опять-таки, мало у кого есть аналоги. У нас есть и фонд президентских грантов, и Институт развития интернета, есть наши гранты Росмолодежи. И в соответствии с вашим решением о расширении этой системы появляется возможность поддерживать социально значимые проекты, продвигающие наши ценности с участием иностранных граждан. Для нас это тоже очень большой шаг, и такой опыт у нас уже на самом деле есть при проведении международной премии «Мы вместе». У нас сегодня десятки значимых масштабных гуманитарных проектов за рубежом стали нашими партнерами. И, как уже было сказано, конечно, мы рассчитываем, что все это наследие войдет в новый национальный проект «Молодежь и дети». И в завершении я хотела бы сказать,
что подготовка вообще и проведение фестиваля стала, конечно, таким консолидирующим событием для всей нашей сферы работы с молодежью. Я просто, пользуясь случаем, хотела бы сказать огромное спасибо, искренние слова благодарности федеральной территории Сириус, которая превратилась в настоящий город молодежи мира на этот период. Спасибо большое и главам субъектов, и главам федеральных органов исполнительной власти, наших крупных компаний, образовательным организациям, вузам, колледжам, в общем, всем, кто так или иначе внес свой вклад в проведение этого значимого события. Это действительно была такая большая командная работа. И спасибо большое вам за поддержку. Она действительно была масштабной, эта работа, и командной, и результативной. Как мы и договаривались, давайте так и сделаем. Наследие этого фестиваля, конечно, имеет такую серьезную ценность для нас в будущем. И не нужно упускать то, что у нас в руках сейчас находится. С этим нужно работать. Это пойдет на пользу и нашей стране, нашим молодым людям, и нашим партнерам, нашим друзьям практически на всех континентах. Уважаемые коллеги, мы сейчас с вами так или иначе обсуждаем новый национальный проект «Молодежь и дети». О важности его вроде бы как и говорить не нужно, тем не менее, я вот что хотел бы сказать. Вот сейчас мы с некоторыми участниками совещания, только что я уже упоминал об этом, вместе открывали молодежные центры на практически всей территории России. Вы знаете, что мне пришло в голову? Я вспомнил, как ни странно, Евангелие. Помните, Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков. Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял. И он им сказал: идите за мной, и вы будете ловцами человеков, то есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками. Это было очень важно в период становления мировых религий, а это все традиционные, все 4 традиционные религии России, это не только христианство, но и все наши традиционные религии. Но это не менее актуальным оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжелая и сложная работа, но она очень интересная и очень важная, потому что от результатов этой работы, а она касается не только тех, кто работает в профильных ведомствах, она касается всех уровней власти и управления, всех наших коллег в регионах, в муниципалитетах. От результатов этой нашей работы в значительной степени будет зависеть, что из себя будет представлять Россия в самое ближайшее время и в отдаленной исторической перспективе. И сохранится ли она как таковая, как мы ее себе представляем. Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны. При этом и эта программа, о которой мы говорим, и вся работа, она, конечно, шире, чем только эта программа, она не должна носить такого охранительного характера. Она должна быть современной и устремленной в будущее. Если мы будем к этому подходить именно так, то мы своей цели точно достигнем. У нас все получится. Давайте вот таким образом и настроимся и при формировании этой программы, и при ее реализации. Теперь перейдем к основному вопросу. И слово Максиму Игнатьевичу Решетнику об итогах реализации индивидуальных программ развития региона. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, индивидуальные программы социально-экономического развития регионов были запущены в 2020 году для регионов, где уровни безработицы и бедности были выше, чем в среднем по стране, а показатели доходов населения и инвестиций ниже. Целью этих программ было создание новых точек роста и условий для опережающего развития. Поэтому в качестве целевых показателей программ как раз определили инвестиции в основной капитал и новые рабочие места.
Каждому региону на 5 лет было выделено по 5 миллиардов рублей. За каждым субъектом Российской Федерации был закреплен куратор, отраслевое ведомство, как правило, министерство. И на основе этого были разработаны всего в программах порядка 240 мероприятий. На сегодня завершена почти половина всех мероприятий. Уже видно, что целевые показатели выполняются с опережением. Создано более 14 тысяч рабочих мест. Это 83% от плана до конца года. План по инвестициям уже перевыполнен, привлечено более 100 миллиардов рублей. Это позволило субъектам развиваться темпами выше среднероссийских по ключевым социально-экономическим показателям. В среднем по десятке регионов среднедушевые доходы росли быстрее, чем в среднем по стране. Особо здесь отмечу лидеров: Республика Тыва плюс 23%, Республика Адыгея плюс 15%, Чувашия плюс 14%. Быстрее снижался уровень бедности, безработица сократилась в 2 раза быстрее, чем в среднем по России. Средние показатели по темпам роста инвестиций пока чуть ниже общероссийских, при этом ряд субъектов значительно нарастил динамику. Алтай почти в 3 раза, Мариэл наполовину, Чувашия и Карелия на треть. Как добились результатов? Здесь сработало несколько факторов. С приходом санкций мы вместе с регионами донастроили индивидуальные программы. Ставку сделали на проекты, которые давали максимальные эффекты для экономики и формировали новое предложение в приоритетных отраслях. В первую очередь это было сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и туризм. В Республике Алтай поддержали 230 проектов в сельском хозяйстве и в туризме. Всего более 700 новых рабочих мест. Запустили производство по переработке молока, мяса, закупили оборудование для переработки кедрового ореха. Это специализация, одна из отраслей специализации. В Тыве помогли открыть производство резиновой плитки, брусчатки, модернизировали производство стройматериалов. Регион считает, что это существенно ускорило сроки и уменьшило в том числе и себестоимость строительства жилья. По вашему поручению построен цех по обработке шерсти и инженерной сети. К нему это один из таких давних проектов в республике. Это будет новый канал для сбыта продукции для наших фермеров-овцеводов. Сейчас идет установка оборудования. Запустить производство инвестор планирует во 2 квартале. В Мариэл открылся новый автовокзал в Йошкар-Оле. Строится терминал в аэропорту и причал для речных судов на Волге. В Карелии построены дорога и мост до археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Строится визит-центр музея, посвященный этой точке притяжения. Для ускорения структурных изменений экономику поддержку направили и в сектор малого-среднего бизнеса. При этом использовали здесь разные инструменты. В Калмыкии субсидировали первый взнос за оборудование и дорожную и сельхозтехнику, взятую в лизинг. В Алтайском крае предприниматели получили 1 миллиард рублей субсидий на модернизацию производств в приоритетных отраслях. Во многих регионах докапитализировали микрофинансовые организации, в результате МСП получают кредиты по ставкам ниже рынка, и это создало такой оборотный фонд кредитования. С помощью программ решали также и социальные вопросы, наиболее острые для жителей. В Адыгее были выкуплены здания для детской больницы, реабилитационного центра и стоматологии, причем коллеги это сделали весьма так экономно, я бы сказал, и эффективно. В Республике Алтай ввели 11 детских садов и 6 школ, в том числе коррекционную. В Калмыкии строится госпиталь для ветеранов войн. В будущем предлагаем финансирование социальных проектов, в первую очередь, конечно, поддерживать по линии национальных проектов и учесть потребности этих субъектов сейчас, когда новые нацпроекты формируются, а средства уже индивидуальных программ, конечно, сконцентрировать на экономических вопросах. Также мы комбинировали мероприятия программы с другими механизмами господдержки. В Кургане, например, по национальному проекту малого-среднего бизнеса было построено 3 индустриальных парка, а через индивидуальную программу мы подвели инфраструктуру к ним. За счет этого сейчас поддержали уже 12 проектов в металлургии, в производстве кузовного энергетического оборудования, железобетонных изделий. В Псковской области в рамках индивидуальной программы развития создали инфраструктуру для расширения особой экономической зоны. Туда пришло 6 новых резидентов. Среди их проектов производство лакокрасочных материалов, битума, фанеры,
элементов и оборудования для электробусов, лабораторных алмазов, которые в том числе используются для медицинских изделий. Самый крупный проект здесь это Титан-Полимер, 16 миллиардов инвестиций. Предприятие планирует стать одним из головных производителей специальной пленки, которая нужна при изготовлении упаковки, ламината, укрытий для теплиц. В Чувашии, как недавно обсуждали у вас на совещании, за счет ИПР строят инженерные сети для промышленной особой экономической зоны и 2 индустриальных парков. Большую роль сыграла совместная работа самих региональных команд и их кураторов. Прежде всего отметил бы коллег из Минсельхоза, Минпромторга, Минприроды, Минстроя и Минфина. В целом механизм доказал свою эффективность. И по вашему поручению мы сформировали новые подходы по дальнейшей реализации программы. Что предлагаем? Ну, во-первых, предлагаем определить, что не менее 70% финансирования по каждой программе должно уйти на стимулирование экономики. При этом при отборе проектов будем ориентироваться на возвратность средств, то есть приоритет отдавать тем проектам, которые принесут максимальный эффект для региональных бюджетов с точки зрения налогов. Для эффективного контроля реализации всех 10 программ предлагаем объединить их в рамках одной программы или, быть может, даже одного национального проекта с учетом той структуры, которая будет определена. При этом программа должна стать не просто механизмом адаптации и решения накопившихся проблем, я имею в виду новые программы, а инструментом реализации стратегии развития каждого региона. И с этой точки зрения их надо будет увязать и с мастер-планами, которые сейчас будут разрабатываться по ключевым населенным пунктам, с реализацией обновленных национальных проектов в регионах и с региональными стратегиями. И, как и прежде, конечно, сочетать механизм индивидуальных программ с другими инструментами поддержки действительно самое эффективное, когда мы не пытаемся заместить какие-то мероприятия, а именно берем мероприятия отраслевых программ, берем мероприятия индивидуальных программ и в комплексе вместе с регионами их реализуем. Теперь, что касается перечня регионов. При формировании нового перечня региона мы предлагаем руководствоваться 4 прежними показателями: безработица, бедность, доходы населения, инвестиции, а также по предложению Министерства финансов предлагаем добавить 2 новых. Это объем налоговых и неналоговых доходов регионов и уровень расчетной бюджетной обеспеченности. В перечень также предлагаем не включать те регионы, где уже реализуются другие адресные механизмы поддержки, такие как государственные программы развития Северного Кавказа, Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а также отдельные программы социально-экономического развития по отдельным регионам. Там у нас есть по Калининграду, по Мордовии, по Коми, по республике Коми и по Кузбассу. Вот. С учетом таких подходов, они в прошлый раз были применены, у нас получается следующий перечень субъектов: Республика Тыва, Республики Алтай, Марий-Эл, Курганская область, Республика Калмыкия, Чувашия, Псковская область и Алтайский край. Они у нас остались пока в числе этих регионов, для которых будут разработаны программы. Адыгея и Карелия благодаря ИПР существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятки регионов. И на замену им предлагается включить Республику Хакасию и Кировскую область. При этом отдельно отмечу, что для Карелии правительство по вашему поручению продлило федеральную целевую программу до 30 года с соответствующим финансированием. Поэтому те проекты, которые в полном объеме еще не завершены, мы потом сможем их завершить и доделать в рамках этой программы. Но вот в отношении Адыгеи у нас таких дополнительных механизмов, которые бы поддержали набранную динамику, нет. И у субъекта еще остается ряд важных проектов, которые, конечно, надо бы завершить в полном объеме, что называется. Это вопрос, где предстоит найти решение. Одновременно с этим мне хотелось бы призвать коллег из регионов, вне зависимости от будущих решений по продлению программы и по их структуре, все-таки максимально сконцентрироваться на завершении всех объектов, которые запланированы в рамках действующих программ и действующих мероприятий. Правительство в целом согласовало озвученные подходы. Финансирование Министерством финансов на 2025-2026 год заложено. 2027 год, понятно, будем сейчас бюджетировать.
Поэтому, Владимир Владимирович, если вы поддержите эти предложения, мы готовы оперативно за лето все программы с регионами доработать, у нас проекты уже есть, с тем, чтобы в сентябре правительство их утвердило и отразило в проекте бюджета, и мы, соответственно, с 2025 года, что называется, бесшовно и немедленно приступим к дальнейшей их реализации. Прошу поддержать эти предложения. Хорошо, но мы сейчас к оценкам вернемся еще раз. Давайте послушаем Текслера Алексея Леонидовича, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, механизм индивидуальных программ развития регионов, который заработал в 2020 году, безусловно, хорошо себя зарекомендовал. Об этом сейчас сказал министр. В этом большая заслуга правительства Российской Федерации, Минэкономразвития, федеральных, региональных органов власти, кто участвовал в их реализации. В своем послании, Владимир Владимирович, вы поручили правительству продлить такие программы до 2030 года. Спасибо вам за это важное решение. Что хочу отметить. Мы проанализировали показатели отбора регионов, взятые за основу Минэкономразвития, и можем сказать, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности, по сути, является таким интегральным показателем, который отражает ситуацию в регионе в целом. Остальные показатели имеют с ним значительную корреляцию, то есть если РБО региона низкий, то, как правило, низким будет уровень инвестиций, уровень доходов бюджета региона, а уровень бедности, соответственно, более высокий. С учетом задачи, которую вы поставили в послании о поэтапном снижении количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, мы считаем, что помимо 10 озвученных сегодня регионов для разработки индивидуальных программ было бы целесообразно посмотреть шире. Например, для регионов с низким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности до выравнивания, по которым нет ИПР или иных специальных программ, также представить целенаправленную поддержку. За основу можно взять уровень РБО 0,65, это первый уровень выравнивания 0,6 с небольшим 10% запасом. Предметно это означает следующее. На 2024 год таких регионов, у которых РБО до выравнивания меньше 0,65, это 36 регионов. Из них по 20 регионам уже есть в силу различных решений специальные федеральные программы, направленные на их экономическое и социальное развитие. Это регионы Дальнего Востока, новые регионы, Крым и ряд других. Еще 9 регионов включены в предложенный сегодня перечень Минэкономразвития. Таким образом, остается 7 регионов: Брянская, Ивановская, Костромская, Орловская, Пензенская и Тамбовские области, а также Республика Адыгея. В этой связи, Владимир Ильич, есть 3 предложения. Первое. Вот на примере Республики Адыгея, она раньше входила в перечень регионов СПР, ну, то есть в нынешнюю программу, а теперь, показав хороший результат, в новую десятку по рейтингу не вошла. Мы неоднократно обсуждали, что надо поощрять регионы, кто старается, выходит из красной зоны, поэтому предлагаем сохранить федеральное финансирование Адыгеи на уровне, скажем, 50% от того, что было предусмотрено базовым уровнем ИПР, это половина от миллиарда, соответственно, 500 миллионов в год. И направить эту поддержку на реализацию конкретных проектов в регионе. Знаем, что у коллег в Адыгее есть потребность поддержки больших туристических проектов, например. И в целом наше предложение заключается в том, чтобы сохранить в последующем такой принцип для всех регионов. Когда регион выходит из десятки, при наличии положительного эффекта от реализации программ, он продолжает получать поддержку в течение ряда лет, то есть, ну, скажем так, не отрезается от нее сразу. Второе предложение. По оставшимся 6 регионам, у которых нет индивидуальных или иных специальных программ, просим дать поручение Минэкономразвития совместно с нашей комиссией проработать возможности по дополнительной настройке для этих регионов различных инструментов, новых национальных проектов и программ в сфере экономики. То есть тех программ, которые обеспечивают экономический рост региона. Ну и, наконец, третье предложение. В рамках исполнения вашего поручения по списанию 2/3 бюджетных кредитов для регионов с низким РБО предусмотреть специальные условия такого списания. Тут логика следующая. Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства – это реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. Поэтому, на наш взгляд, по некоторым таким регионам нужно часть бюджетных кредитов списать без доп. Условий. Более того, предоставить дополнительные
дополнительные средства на развитие, это могут быть средства ИБК или другие механизмы. Таким образом, уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите с учетом запуска новых индивидуальных программ развития регионов и всех принимаемых сегодня решений, мы реально охватим поддержкой, по сути, все регионы с низкой бюджетной обеспеченностью и серьезно их поддержим дополнительными инструментами развития, ну и обеспечим исполнение вашего поручения в рамках послания. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. Андрей Ремович, как вы относитесь вот к предложениям, которые были сделаны губернатором? Мы обсуждали эти вопросы. Я, в принципе, считаю, что мы поддерживаем. Я знаю, вот сейчас предлагал Текслер, я поддерживаю эти направления. Единственное, нужно, конечно, еще дополнительно просчитать вот это последствие от списания долга и направления списания долга по тем позициям, о которых сейчас Алексей Леонидович говорил. Угу. А Минфин как к этому относится? Я бы тоже поддержал Андрея Ремовича о том, что если и списывать, то обязательно под условия. Как, собственно, это и было поставлена такая задача в послании. Что значит списание? Это те деньги, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет. Но мы не требуем этих денег. Мы говорим, направьте их на нужные и важные мероприятия по развитию инфраструктуры. Будь то коммунальная инфраструктура, аварийка, значит, предоставленные льготы по инвестиционным налоговым вычетам и так далее. Тему можно рассматривать, на какие направления можно будет направлять для таких регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Но просто так списывать без условий, я считаю, что это неправильно. Это первое. Второе. У нас действительно 10 регионов предусмотрены в очередном бюджете соответствующие ресурсы. По 10 миллиардов рублей ежегодно. Что предлагает коллега Текслер Алексей Леонидович? Говорит, а давайте мы тем регионам, которые вышли из того уровня, который требует их включения в меры поддержки, еще дополнительные деньги. Ну, у нас предусмотрено по 10 миллиардов. Мы что, будем меньше другим давать? Нет, наверное. Поэтому, значит, для тех регионов, такие как Адыгея, Карелия, программа, значит, сработала, если их уровень бюджетной обеспеченности, если их уровень инвестиций, ВРП, соответственно, повысился. И слава богу, у нас много сейчас инструментов поддержки субъектов Российской Федерации, заложенных в рамках поручений вашего послания. Это и новые нацпроекты, это и новые виды поддержки. Вон там можно посмотреть и, значит, помочь субъектам Российской Федерации, которые вышли из перечня регионов, которым необходима помощь, и, соответственно, улучшив свое финансовое положение. Поэтому вот с такими соображениями хотел бы поделиться тоже. Спасибо. И вообще, можно еще один вопрос. Вот Минфин курирует один из таких регионов, которые входят в десятку, Курганская область. И чем можно поделиться? Вот как раз в Курганской области наибольшая часть средств от поддержки были направлены на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и так далее. Рубль выделенных средств принес 5,7 рублей новых инвестиций и 1,5 рубля новых налогов. Вот, мне кажется, направление ресурсов именно на развитие, потому что социальные вопросы тоже важны, но мы им помогаем по другим программам, национальным проектам. А вот именно важность вот этих программ на развитие новых рабочих мест, экономики, инвестиций, вот что требуется, мне кажется, это дает результат, значит, по улучшению ситуации в регионе и качества жизни людей в этом регионе. Спасибо. Спасибо. Ну, в целом, я, конечно, согласен с вашим подходом. Тем не менее, у 6 или у 7 регионов с довольно низкой бюджетной обеспеченностью все-таки мер поддержки их там нет практически. Надо на них тогда сосредоточить внимание в рамках, как вы правильно сказали, сейчас имею в виду то, что сказано было министром финансов, внимание особое уделить на эти регионы при распределение ресурсов по нацпроектам. Надо посмотреть, на какие цели эти нацпроекты предусмотрены, и имея в виду необходимость поддержки именно регионов с малой, небольшой бюджетной обеспеченностью,
вот туда и направлять соответствующие ресурсы. Что касается тех регионов, которые добились неплохих результатов в ходе этой работы, из 10 регионов, ну, насколько я понимаю, и как вот коллеги говорили перед нашей сегодняшней встречей, скажем, в Карелии, тем не менее, определенные инструменты остаются, в Адыгее нет. Ну вот те, кто показал хорошие результаты, это в этих регионах понятно, что они, уж извините за киношные выражения, не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно. Как-то жалко их выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов. Поэтому, соглашаясь с Антоном Германовичем, я прошу тогда и Министерство экономического развития, да и вообще коллег, посмотреть, что для той же Адыгеи можно было бы сделать, чтобы ее все-таки поддержать. Или, как вот коллега Текслер предложил, 50% оставить им от того, что было раньше, или вот так же, как и предлагается по другим регионам, в рамках имеющихся нас проектов, наделить их возможностями там, развивать отдельные интересные для них направления. Вот здесь Алексей говорил, Текслер, по поводу того, что для них важно очень, скажем, туризм, но у нас в рамках поддержки внутреннего туризма там целый набор программ, может быть, оттуда взять что-то на определенный объем. Здесь я с Антоном соглашусь. Если вы не наберете там то, что нужно для поддержки республики, ну, посмотрите тогда, может быть, дополнительно что-то им там выделить и поддержать. Поддержать тех, кто показал, что может работать эффективно. Ну, пожалуй, у меня тоже все. Все, хочу вас поблагодарить. Если есть что-то, кто хотел бы что-то добавить, пожалуйста. Владимир Владимирович, можно по Карелии одно предложение? Да, прошу вас. Раз уж у нас ситуация какая, что, конечно, программа ИПСР, мы были активными инициаторами ее создания несколько лет назад, и были мы не в десятке, а в тройке самых проблемных регионов. Но ИПСР, она очень универсальный механизм, и там есть те мероприятия, которые нам очень помогли. Это и вопросы нормативного регулирования в интересах региона, и конкретные задачи конкретным министерствам и ведомствам. Вот федеральная целевая программа, которая, огромное спасибо вам за поддержку, она продлена до 2030 года, она менее универсальный механизм. Мы бы просили все-таки, понимая, что мы в силу понятных объективных причин выходим из программы ИПСР, но все-таки программу ФЦП, учитывая все-таки с учетом геополитических задач для Карелии, приграничного региона, сегодня надо ускорять социально-экономическое развитие, это совершенно очевидно, все-таки ФЦП не связывать вот этими ограничениями и тот положительный опыт, который мы наработали в рамках ИПСР, все-таки применить к расширению инструментария и федеральной целевой программы, чтобы мы могли ее дополнить вот тем, что мы сейчас потеряем с точки зрения ухода из программы ИПСР. Ну, Артур Олегович, мне к тому, что я уже сказал, добавить нечего, поэтому попрошу коллег все это проработать дополнительно, поглубже, разумеется, вместе с руководителями регионов. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, еще что-то? Все? Ну, что, спасибо большое за работу, которая была проведена по этим программам. И очень рассчитываю на то, что мы доработаем наши ближайшие шаги в контексте того, что сейчас обсуждалось и предлагалось коллегами. Спасибо большое. Всего доброго.